Таджикская девушка Шахноз Эруншох вышла в финал конкурса «Мисс ООН от Таджикистана». Результаты конкурса будут известны 12 августа. Конкурс проводится ежегодно при участии представительниц самых разных стран и культур. Шахноза проживает в США, она закончила городской колледж Нью-Йорка по художественному искусству, она родом из Душанбе. До 18 лет жила в России и уже после учиться решила в Америке. Шахноз в этом году решила участвовать в конкурсе красоты ООН и представить свою историческую родину. Кстати, в 2011 году представительница Таджикистана Нилуфар Шерзод надела корону самой достойной представительницы стран-членов ООН. О том, что это за конкурс, как Шахноз оказалась в США и о разном другом сегодня поговорим с самой Шахноз Эруншох, которая ответит на наши вопросы из Нью-Йорка. Салом, Шахноз, и расскажите сперва о самом конкурсе. Конкурс «Мисс ООН» был сделан в 2010 году. Он был сделан для того, чтобы поддержать иностранных студентов и помочь им показать свою культуру, свои традиции и уникальность своей страны. Это не просто обычный конкурс красоты, а это именно культурный конкурс. А как вы стали представительницей Таджикистана на этом конкурсе? Я очень давно слышала об этом конкурсе. Он был создан еще в 2010 году. Я давно хотела принять участие, потому что это, как я сказала раньше, это не просто конкурс, это именно культурный конкурс, где есть очень хорошая возможность показать людям, которые не знают твою культуру, свои традиции, свою страну. И я подала заявление, мое заявление было принято, и оно не просто было принято, я еще вошла в число финалистов этого конкурса. И 12 августа будет сам конкурс, где у меня будет возможность представить Таджикистан американскому народу. Вы сейчас являетесь гражданкой Таджикистана? Нет, я не являюсь гражданкой Таджикистана, но несмотря на это, я себя считаю таджичкой, у меня таджикское имя, у меня таджикское происхождение, и то, что у меня в паспорте, уже не важно. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни в Таджикистане, о том, как вы переехали в Россию и затем решили учиться и жить в США. Я родилась в городе Душанбе. После развала Советского Союза мои родители переехали жить в Россию. Мне тогда было 2 года, моей младшей средней сестре Ситоре было годик. Я очень мало помню об этом моменте, потому что я была очень маленькая. Мы переехали в Россию, там жили, я закончила там школу, мои сестренки закончили школу. Несмотря на то, что мы жили в России, у нас была своя таджикская общественная организация, где мы очень часто собирались со своими земляками, встречали различные праздники, такие как Навруз и другие национальные праздники. Мы очень часто от имени этой организации выступали на различных мероприятиях, где была возможность показать таджикскую культуру российскому народу. Когда я поступила на первый курс, у меня появилось большое желание уехать за границу. Не просто уехать, а учиться где-нибудь за границей, за пределами России, увидеть новую культуру, посмотреть то есть узнать традицию других людей, просто посмотреть мир, расширить свой кругозор. И после первого курса у меня появилась возможность уехать учиться в Соединенные Штаты. Что я и сделала. Я приехала, поступила в университет, и вот в этом году закончила свою учебу. А почему вам нравится жить в США? Что мне нравится в Соединенных Штатах, это то, что здесь, особенно в Нью-Йорке, здесь большое разнообразие культур, очень много национальностей, можно увидеть много различных традиций. Вот, и мне это очень нравится, этот колорит культуры, и это очень красиво, особенно когда тут различные национальности устраивают парады, в том числе и персидские парады, где Таджикистан тоже представляется. Это одно из качеств, за которое я очень люблю Соединенные Штаты. Но также здесь очень много возможностей, и поэтому мне здесь нравится жить. А почему вы посчитали нужным представить себя именно с этнической точки зрения? Почему для вас важна ваша идентификация как таджички? У меня большая любовь к моей стране, к моим традициям. Я их знаю и помню.
И я считаю, что свою страну нужно показывать, тем более, когда есть такая возможность. А почему именно с этнической стороны? Потому что я этнически являюсь таджичкой, для меня это очень важно. Для меня очень важно показать свою культуру такой, как ее вижу я, то есть такой, как она является на самом деле, а не такой, как ее знают люди, знания которых основаны на стереотипах об этой культуре или нации. Вот, и я очень рада и горжусь тем, что у меня появилась возможность представить свою страну американскому народу. Какие национальные качества таджиков для вас ценны и почему? Я всегда очень ценила в Таджикистане наличие семейных ценностей, не просто их наличие, а тем, что таджики очень бережно относятся к семье, они очень дружные, семейные ценности почитаются с давних времен, и я всегда это очень ценила, для меня это является таким фундаментом моих моральных и нравственных стандартов. Мне кажется, это очень прекрасное качество, я очень надеюсь, что оно и у будущего поколения также сохранится. Сегодня многие молодые таджикистанцы переживают определенные проблемы. Многие считают себя одаренными, образованными, но не могут найти себя или свое счастье в Таджикистане. Как вы думаете, обязательно ли уехать из Таджикистана, чтобы самореализоваться? Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я никогда не жила в Таджикистане и не имею большого представления о том, какие сложности могут быть у молодежи для того, чтобы самореализоваться. Вот. Но что касается самого термина «самореализоваться», мне кажется, это такое понятие очень относительное, поэтому сначала человеку нужно определиться, что для него значит успех, и что для него значит самореализация. Если для того, чтобы самореализоваться, ему нужно уехать из страны, то есть выйти за пределы страны, то почему бы и нет? То есть от этого он меньше таджиком не станет. Да? И также даже за пределами своей страны всегда есть возможность помогать своей стране или помогать людям в своей стране. Поэтому самореализация может быть и внутри Таджикистана, если эта возможность есть, или за ее пределами. А что касается добиться успеха или самореализоваться в чужой стране, основываясь на своем опыте, я хочу сказать, что это сделать тоже нелегко. Как бы хорошо ты не знала язык, как бы долго ты не жила в стране, тебе всегда приходится работать в 2, а то и в 3 раза больше, чем работают местные коренные жители, чтобы добиться успеха в чужой стране. Многие женщины и девушки в Таджикистане до сих пор борются с такими проблемами, как насилие и неравноправное отношение в обществе. Каждый раз пытаются утвердить свое социальное положение наравне с мужчинами. Есть мнение о том, что таджикские женщины и сами должны быть более сильными борцами за свои права и не полагаться на помощь со стороны. Как вы вообще относитесь к проблемам прав женщин в Таджикистане? То, что они существуют, то, что они есть в Таджикистане, да, они есть, скрывать это невозможно, это существует, бороться за эти права нужно, и мы боремся. Я, как представительница женского пола, встречалась с нарушениями этих прав, знаю, что это такое. Я сама родилась в семье, где сыновей не было, мальчиков не было, и иногда приходилось слушать о том, как не повезло моим родителям, что у них одни девочки в семье. Поэтому сам факт того, что мы по-разному относимся к мальчикам и девочкам, что у нас эти двойные стандарты существуют, на самом деле очень грустно. Потому что женщины не рождаются слабым полом, они становятся слабым полом в обществе, которое не дает им развиваться. Следовательно, очень важно давать женщинам возможность, такие же, как и мужчинам, изначально, и в учебе, и в других планах, тогда у нас слабого пола не будут. То есть эти двойные стандарты, они и ведут к нарушениям прав женщин. Спасибо. С нами из Нью-Йорка была Шахноз Эроншо. Желаем ей успехов на конкурсе «Мисс ООН», где она представляет Таджикистан.